Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что ждет вас и как поменяется ваша жизнь за 10 дней? Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вас, мои дорогие любимые, обязательно найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ого, мои хорошие, вот хотите верьте, хотите нет, но вы как будто бы летите. Состояние полета, взлетаете, как крылья за спиной. Возможно, кто-то из вас действительно отправится в полет, там, путешествие, отпуск, командировка, может быть, либо к родственникам полетите. А у кого-то из вас вот что-то такое хорошее, счастливое случится, что вам прям покажется, что вы не идете, не стоите, но летите, да? Вот как в воздухе парите. Слушайте, ну здорово, с уклоном влево, ну явно не ждете, либо для вас это будет большим-большим сюрпризом. А главное, чтобы вы сохранились в этом состоянии полета души и тела, и чтобы вот эта благодать, она с вами как можно дольше оставалась. Если вам действительно предстоит перелет, то все будет происходить по левой стороне не так, как вы себе придумали, либо как себя настроили. Там будут явно какие-то изменения, и все пойдет не так, как было придумано, задумано, либо по плану. Но опять же, это не значит, что плохо. Да, может, вы себя настроили, что будут трудности. Да? А трудностей как раз-таки, слава богу, не будет. Да? Ну, полет здесь показан, причем человек чувствует себя хорошо. Прям приятно. Я вижу, что вам очень и очень приятно. Дальше. Вижу, что какой-то очень подлый, наглый, мерзкий человек будет наказан, либо понесет наказание. Человек буквально, вот знаете, земля под ногами горит и трескается. И куда бы этот человек ни бежал, вот в любой точке, да, с ним это происходит. Горит земля, и почва трескается. Это для плохого человека. Вот не скрыться от наказания, и наказание будет по полной. Возможно, вы уже не ждете, возможно, вы рукой махнули, возможно, вы уже прям уверовали, да, что справедливость не существует, ее, да, как понятие не существует, как закона не существует. Но вот, пожалуйста, будет гореть почва под ногами, земля будет гореть под ногами. Человек будет бегать, как ужаленный. Нет спасения, нет такого места, где бы этот человек мог себя чувствовать в безопасности. Вот. А вы как-то наблюдаете, возможно, издалека, либо кто-то вам сообщает, и думаете, вот, слава Богу, да, вот оно возмездие, вот она справедливость. Вот какие-то у вас такие мысли. Не то, чтобы вы там злорадствуете, но это момент сатисфакции, и вы понимаете, что ваши там страдания, слезы были не напрасны, что человек за свое зло действительно отвечает. Дальше. Некая женщина вам что-то говорила и обещала, и вы как-то несерьезно к этому отнеслись, либо, ну, может быть, так подумали, что обычный человек, что она может сделать? Там, ну, может, и сделает там, в силу своих возможностей. А окажется, что у этой женщины какие-то просто неограниченные возможности. И эта женщина с виду какая-то, ну, обычная, да, неприметная, среднестатистическая, обладает какими-то невероятными, колоссальными возможностями. Она, как знаете, этот Гарри Гудини, да, известный фокусник, ну, не фокусник, менталист, конечно, будем называть по справедливости, как величайшая звезда, да, удивит так удивит.
Вот вы прям будете об этом думать, в голове прокручивать, и у вас, вот я прям слышу ваши мысли, да, вы думаете, да кто бы мог предположить, что эта женщина вот так серьезно отнеслась, да еще все свои возможности подключила, чтобы мне, там, незнакомому человеку, либо малознакомому человеку вот так вот помочь. У вас такое состояние, что вы готовы эту женщину, не знаю, на руках носить, подкидывать в небо, ловить и целовать. Понимаете? Будь вы мужчина, будь вы женщина. То есть что-то грандиозное она для вас делает. То, чего вы вовсе не ждали, то, на что вы вовсе не надеялись. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, дай Боже, пусть у каждого исполнится, чтобы у вас мега какое-то событие произошло. Дальше, смотрите, вот здесь человек бежит, а вы догоняете. И человек очень хитрый. Вы знаете, хитрый, пользуется какими-то трюками, какой-то теневой там схемой пользуется. Но как бы быстро ни бежал этот человек, вы все равно догоняете. И мне вообще идет, что в эти 10 дней вы не только догоните, но вы и сравняетесь. Бежите уже рядом. Хотя человек гораздо раньше выбежал, чем вы. То есть вы успели нагнать, догнать и еще и поравняться с этим человеком. Для человека прям удар в самое сердечко. А для вас это прям крутой показатель, что вы действительно можете. И можете гораздо больше, чем сами о себе думаете. Догоните и поравняйтесь. Конечно, человек будет недоволен, тут он прям пятерки на вас посыпет, скорее всего, там и материться может, и там всячески запугивать вас, но вы не испугливых, вы и сами материться умеете. Так что быстренько ему клювик закроете и сосредоточитесь на своем беге. Бег, кстати, непростой, с препятствиями, я вижу. Но у человека все козыри в рукавах, да, и человек знает, как эти препятствия легко обойти. А вы по-честному бежите. Поэтому вы герой, либо вы героиня, а этот человек даже с хитрыми фокусами все равно победить вас не сможет, либо остановить вас точно не сможет. Может быть речь о какой-то конкуренции, каких-то соревновательных моментах. Но вот вы лучший, вы лучше. Это объективно. Это не потому, что вы меня смотрите. Это объективно. Это глазами высших сил. Вы лучшая, либо вы лучший. И в ближайшие 10 дней вы сами себе это докажете. Вот. Это здорово. С правой стороны пятерки, конечно, полетят, но отобьете. Вы и не с таким справлялись, и не с такими пятерками справлялись. Да. Дальше показывают, что некие люди соберутся. И эти люди, они все на каких-то, вот знаете, местах почетных, да, вот как такие большие, красивые кожаные, мне идут кресла, офисные кресла. И эти люди будут поднимать вопрос, либо важный для вас, либо конкретно будут ваш вопрос поднимать. И там будет консилиум, там будет диспут, там люди будут спорить, там люди будут в оппозицию вставать, там какой-то, честно, поединок случится. На вашей стороне большинство, но есть те, кто против. Либо те, кто, например, свои какие-то теневые схемы, либо своих людей хочет протащить. Там будет битва не на жизнь, но на смерть. И я так скажу, не в 10 дней, но чуть попозже ждите какого-то официального решения, либо какой-то официальный документ, либо какое-то письмо придет, электронное, либо бумажное, да, почтовое. Почему вам важно это знать? Потому что вам могут сниться сны. Вам может сниться вода, причем вода как и чистая, так и грязная. Это то, что вас там обсуждают, да, ваше имя поминают, суи, и ведется разговор, споры ведется. Также у некоторых очень сильно чувствительных людей могут быть покраснения шеи, уши, щеки. Также у некоторых людей может быть икота. Да, вот ни с того ни с сего начинаете икать. И икота вообще не проходит. Хоть вы там встаете на цыпочки, руки вытягиваете вверх, хоть вы там водичку пьете, хоть вас там кто-то пугает, либо вы шарик надуваете. Вот не проходит, хоть ты плачь.
Да, это все может быть. И я так понимаю, что это не первое событие, до этого было, что-то похожее было. Возможно, это продолжение, да, тех событий, которые уже были показаны. Не помню когда, честно, не помню. Ну, может, несколько недель назад, либо несколько, ну нет, скорее всего, недель, да, либо где-то 1,5 недели назад был похожий фрагмент. А сейчас вот ситуация повторяется. Я так понимаю, что опять соберутся и опять будут обсуждать. Но на вашей стороне сейчас больше людей. Либо больше людей готовы отдать свой голос за что-то хорошее вот для вас. Но как бы все равно есть антагонисты, но их меньше. Да? Они, конечно, там зубастые, но тем не менее их меньше. Дальше, мои хорошие, с правой стороны вы что-то будете кушать. Причем кушать такой большой ложкой, как черпак. Знаете, это даже не ложка, это черпак. И у вас прям такой аппетит здоровый. Даже если вы в жизни такая маленькая дюймовочка, которая ползернышка скушала, и на целый день хватит. Вот показывают, что вы кушаете. Возможно, действительно будет что-то, вот как угощение, либо любимое ваше блюдо, и вы прям переедаете, конкретно переедаете. Но мне больше похоже, что вы получаете какие-то ресурсы, и вы прям в себя их запихиваете, да? Ну, потому что редко, когда выпадает такая ситуация, получить ресурсы. И у вас прям голод на эти ресурсы, да, вот как не в себя их потребляете. Это хороший знак на самом деле. Вообще в песке, в гаданиях, в классических турецких гаданиях гаремных на песке, если человек кушает, это всегда хорошо. Ресурсы, еда, достаток и даже деньги иногда могут приходить по такому знаку. То есть мне очень нравится, я прям скажу ту-ту-ту. Да, будет так, воистину так и будет. Дальше. Троечка показана. Троечка, ну такая, знаете, вертлявая. Возможно, будет какое-то разочарование в знакомых, в приятелях, в коллегах. Не потому что вы, а потому что они, да, с ними что-то не так. Возможно, даже и не специально, да, просто у человека такое состояние, либо такая пора в жизни, что человек сконцентрирован, сосредоточен на своих проблемах. И человек об этом не рассказывает. Но при этом вы там попросили о чем-то, там помочь, поддержать, что-то еще. И человек прям отмахивается и категорически нет говорит. Да? А вы-то надеялись, потому что по тройке это же ваши коллеги, это же ваши друзья, да? А человек прям резко отказывает. То есть не выносите сразу какие-то негативные суждения, да, мысли негативные, а просто понаблюдайте и потом еще раз подойдите, либо разузнайте, что у человека в жизни происходит. Мне вот кажется, что тройка такая, потому что какая-то неприятность есть. И человек в других нормальных условиях так бы не реагировал, как реагирует сейчас. Вот просто дайте время выпустить пар, либо отдохнуть, либо пока там вопрос решится, либо к кому-то другому идите. Однозначно. Но с правой стороны у человека нет желания вам навредить, просто у человека такая вот ситуация в жизни. Человек об этом молчит, вы, соответственно, не знаете, думаете, что человек просто вам жестко отказывает. На самом деле нет. Дальше показывают, что вы в какой-то ситуации окажетесь, где у вас прям от возмущения дыхания не хватит, да, либо перехватит дыхание. Ну, допустим, вы идете что-то купить, да, вот привычное, обычное, постоянное. Приходите, а там вот ценник какой-то трехэтажный, да. Думаете, да как так? Да как могло все так резко поменяться? Да почему? Что в мире происходит? Что с этим миром, да, не то? Почему такие цены? У кого-то еще может быть ситуация, что вы идете за привычными там товарами, приходите, а их нет. Их просто нет. И у вас тоже шок на ровном месте. Еще может быть ситуация, что вы, допустим, каких-то людей увидите, и эти люди каким-то непотребством занимаются, и у вас перехватит дыхание от возмущения. Мои дорогие, ну это жизнь, да, и в жизни всякое бывает, никто ничего не застрахован. Просто берегите свою нервную систему от выгорания, да, либо перегревания. Понятно, что шок, он есть шок, но с другой стороны, как бы все возможно, да, все бывает. Научитесь относиться к
к тому, что видите, к тому, что происходит как-то, ну, попроще, да, попроще. Это хороший навык, он еще не раз в жизни вам поможет. Дальше. Вот вижу, что, не знаю, бабушка, наверное, да, либо и бабушка, и дедушка будут деток встречать. Не у всех отыграется, но у кого-то конкретного, да, кому-то приедут там внуки. Либо, может, в гости придут, да, детки придут, вот мне идет. И вы так здорово проведете время, а еще вижу, что вы прям себя гораздо лучше почувствуете. Допустим, там что-то болит, там жалуетесь на мигрень, там ножка болит. Пришли детки, и вы забываете про свою боль, там хочется с ними поиграться, вкусняшками накормить, там что-то вкусненькое приготовить, да, прямо забываете. Какая-то вот терапия детьми, да, детская терапия мне идет. И прям себя даже моложе почувствуете, и вот хвори боли прям отступают, вы про них забываете, да, вот такой прям знак показан. Так, еще упрямый человек сам себе яму роет, прям конкретно роет яму. Вы этого человека как бы пытаетесь остановить, предупредить, пытаетесь достучаться, говорите, ну, чем ты занимаешься? Ты же упадешь в эту яму, кто тебя вытаскивать будет, да? Вот как-то обосновываете, да, почему вы отвлекаете этого человека, либо пытаетесь отвадить от этой работы. Но человек глухой, тугой на оба уха. И очень сложно достучаться, очень сложно что-то объяснить. Не тратьте время на этого человека, не тратьте. У человека такой жизненный путь. Человек идет по своим ошибкам, да? Каждая ошибка — это как зарубка, да, которая приносит и опыт, и знания. По-другому этот человек обучаться не может. Вот есть люди, которые обучаются на чужом опыте, есть те, которые обучаются только лишь на своем опыте. А есть люди, которые вообще не ошибаются, потому что они ничего не делают. Понимаете, разное бывает. Не тратьте время, не портите отношения, просто наблюдайте. Когда человек упадет в эту яму, тогда да, придется вам прийти и вытащить этого человека. Ну и как бы да, тогда все объясните. И тогда уже человек будет готов усвоить всю эту информацию, да, готов будет это все понять. А до поры до времени лучше не надо. Да? У человека в руках лопата, мало ли там раздражение, что-то в голову стукнет, лучше не надо. Дальше показывают, что вам придется иметь дело с каким-то очень сильно жадным и ушлым человеком. Человек, который вот прям за свои эти капиталы держится и ни с одной там копеечкой прощаться не хочет. Ну, это риск, да? Риск, что вы сделаете работу, а заказчик либо клиент начнет вилять, хитрить, лишь бы с вами не расплатиться. На работе начальник тоже может там слезно упрашивать сверхурочно поработать, а потом, когда дело дойдет до выплат, будет дурачком прикидываться, либо дурочкой. А также, возможно, человек что-то хочет, ну не знаю, там купить и будет прям торговаться до, я не знаю, до пены рта, да, вот какой-то такой очень хитрый человек. Знаете, либо по возможности дел не имейте, либо ищите защиту в правоохранительных органах, либо вот знание законов еще может вам помочь. Потому что этот человек, он очень хитрый, очень ушлый, но закона боится, либо людей в форме боится, либо там, если вы какие-то законы процитируете этому человеку, скажет, блин, она умная, не надо с ней связываться, либо не надо с ним связываться, да, это вам может помочь. И да, всегда работайте за предоплату. Если ваша деятельность позволяет брать предоплату, конечно, берите. Если не позволяет, тут, конечно, сложнее, но закон вас защитит. Либо люди в форме, правоохранительные эти всякие организации, там, милиция, полиция, они же с ними, да, вас защитят. Вот не бойтесь этого, да. Вы же платите налоги, и эти налоги идут на содержание сил правопорядка. И вы, как налогоплательщик, имеете право потребовать защитить вас, ваши права и принудить человека к его обязанностям. Да? Вот не забывайте про это. И стесняться этого тоже не стоит.
Дальше. Здесь какой-то обходной маневр, который вам не хочется, но предстоит сделать. То есть вы хотите идти прямо. Вот вы привыкли ходить прямыми дорогами. Но прямая дорога в данном конкретном случае, она либо недоступна, либо под каким-то условием, либо с таким препятствием, что вот, хоть садись и плачь. Да? Но есть какой-то обходной путь. Он не самый быстрый, он не самый там правильный, скажем так, в кавычках правильный, но он есть. И вот вы не очень хотите, но вам придется. Сначала у вас прям такие вот сомнения, разборы, муки совести у кого-то могут быть. А потом вы поймете, что ничего-то плохого в этом и нет. Ну да, чуть дольше, чуть позже, либо там чуть дороже. Но тем не менее результат-то в кармане лежит. А так бы я сейчас уперся бы в гору, например. И что? И что? Шахтером становиться, подкоп делать, либо что? Скалолазом, да, лезть непонятно куда, на какие вершины. Ну, иногда, да, можно себе позволить. Может быть, это не совсем, например, скажем так, легальный путь. Но он обходной, и он действительно эффективный. И вот я вижу, что вы столкнетесь, даже кто-то вам может предлагать, и надо соглашаться. А что делать? Надо же идти. Что же вам останавливаться? Да? Нет, надо идти, и надо вот прям рискнуть, скажем так. Тут не риск больше, а договор сам с собой, да? Вот пойти именно обходным путем. Хотя вы прямой человек и всегда привыкли ходить прямо. Тут просто придется, как по-другому. Так, большая божья коровка. Прям четко показали, что она крылышки расставила, вот как в полете, да, летит. Божьи коровки — это знаки удачи, знаки везения. Кстати, ориентируйтесь. Сейчас лето, они летают. Возможно, как раз-таки у вас будет как знамение, да, увидите действительно Божью коровку, либо она там подлетит, либо на вас сядет. Вот у меня очень часто бывает, когда я делаю гадания, Божьи коровки прилетают прямо на окно. И по окну у меня туда-сюда бегают. Вот одна, либо несколько штук. Я так понимаю, что они не ко мне прилетают, а к вам, потому что я гадания для вас делаю. Вот, просто смотрите, наблюдайте. А так вообще знак того, что удача прилетит оттуда, откуда и не ждали. Да? Все случится настолько вот неожиданно, настолько как внезапно, да, что вы очень удивитесь. Но будет приятно на самом деле с правой стороны. И опять же, удача придет только в каком-то правильном деле, в нужном деле, в важном деле. Это не повсеместно. Вот вы идете, и вам прям на каждом шагу везет. Нет, это именно какая-то будет, может, напряженная ситуация, либо сложная ситуация, где вам без везения никак не справиться. И вот везение придет к вам, само придет в виде этой Божьей коровки. Да, она летит, и она летит в вашу сторону. Так, еще показано, что вы на какую-то палочку опираетесь, хотя вам это совершенно ни к чему. Может быть, это как дополнительная опора, да, вы становитесь более устойчивым человеком. С одной стороны, да, вы более устойчивый человек, а с другой стороны, опираться на палку, это как-то не совсем удобно на самом-то деле. Это как, третья нога, да, с тремя ногами как-то и некрасиво, и, мне кажется, очень неудобно. Если вы прям переживаете, да, идите с палочкой, но тогда будет дольше. Если вы готовы бросить эту палку, в себя поверить, то все случится очень быстро. Вот идет какое-то важное дело, где вы с этой палкой, вы прям руками в нее вросли, и вам так страшно. И показано, что она лишняя на самом-то деле, да, не нужна. Но опять же, если так комфортно, лучше с палкой будьте. Тогда процесс займет больше времени. Если верите в себя, либо готовы поверить в себя, бросайте палку, и все случится гораздо быстрее. Может быть, палка — это олицетворение какого-то человека, да? Человек, который вам помогает. Когда вы действуете самостоятельно, вы ни на кого не оглядываетесь, вы никого не ждете и действуете в своем темпе, ритме. А если есть еще один человек, то вам приходится подстраиваться, да? И все может происходить гораздо дольше, чем, например, хотелось бы. Опять же, опционально. Если говорите, нет, я переживаю, я боюсь, тогда окей, опирайтесь на палку. Если вы говорите, да,
Я попробую, я верю и доверяю себе, все случится очень быстро. И вот эта палка, этот человек вам точно не понадобится. Также, мои хорошие, показано, что вы что-то такое узнаете, от чего вам веселее станет. И это как-то связано с какими-то бумажками, документами, правилами, законами, условиями какими-то. Вы то ли читаете, то ли вы... Ну да, скорее всего, читаете. Читаете, и у вас прям глазки светиться начинают. И вы такие: ух ты, а это прям приятно, а это здорово. Ну надо же, да. Вот, да, правила, скорее, законы, правила, уставы, инструкции. Вот вы переживали, либо думали, что все будет очень сложно. А как начнете читать, поймете, что не так-то и сложно. И вообще вы удовольствие получаете от этого чтива. Кстати, да, кто-то может читать сложные материалы, сами себя настроили, что это сложно, не пойму, не разберусь, а потом как на одном дыхании, да, и понятно, и четко, и понятный язык, да, вот понятным языком написано. Ну здорово, пусть будет, конечно же, пусть будет. Так, еще предупреждают про какие-то грозовые облака. Говорят, что пугают вас эти облака. То есть как соберется масса грозовых облаков, темных и черных, и даже гром может где-то далеко греметь. Но разрядка будет максимально лайтовой, либо какой-то небольшой дождик пройдет, либо они как соберутся, так и разойдутся. Если в плане природы погоды, то, скорее всего, небольшой дождик пройдет, либо краткосрочный дождь. Если в плане ощущений, эмоций и событийного ряда, то, скорее всего, какое-то нагнетение событий, что все будет плохо, что-то плохое случится. А на самом деле ничего такого и не случится. Да? Просто пугают. Да? Имейте это в виду. Ливня, либо там града, либо молний не будет. Точно не будет. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.